Фестиваль открывает инструментальный ансамбль Государственного колледжа искусств Ингушетии. Программа мероприятий разнообразная. На одной сцене встречаются и признанные мастера, и те, кто только начинает свой творческий путь. Праздник музыки приурочен к двум важным датам – столетию Государственного российского дома народного творчества имени Поленова и 80-летию со дня рождения самой Клавдии Евлоевой, более известной в народе как Рая. Главная цель фестиваля – сохранение и популяризация народного творчества заслуженной артистки, воспитание подрастающего поколения на основе национальной культуры и с бережным отношением к музыкальному наследию ингушского народа. Исполнители с большой радостью восприняли и принимают участие в этом проекте, который, несомненно, внесет свой весомый вклад в сохранение и развитие музыкального искусства нашего народа. Фестиваль набирает обороты. На сцену выходят исполнители из разных уголков республики, от самых юных дарований до опытных музыкантов. Квартет детской школы искусств Карабулака показывает талантливое исполнение композиции Лорса Лида. В программе прозвучало более 45 народных мелодий и произведений из репертуара Раи Евлоевой. Зрители, среди которых деятели искусства и местные жители, в один голос отмечают, ее вклад в культуру Ингушетии велик. Я очень благодарна вообще организаторам фестиваля, что каждый год проводится этот фестиваль. Именно пропагандировать национальную культуру. И нам нужно детей больше вовлекать, понимаете, в такие вот фестивали, чтобы дети чаще играли на своих уже родных музыкальных инструментах. После всех выступлений официальная церемония награждения. Ведущие музыкального праздника отмечают тех, кто день за днем вносит вклад в развитие культуры республики. Тунгоева Джамиля Мусаевна, концертмейстер Государственного колледжа искусств Республики Ингушетия. Девочки, спасибо. Новых творческих дел. Рая Евлоева была хранительницей традиций, гармонистка, певица, композитор, хореограф. Она стояла у истоков ансамбля Аса и Эрзи, работала концертмейстером ансамбля «Войнах». Благодаря ей появились государственные ансамбли Ингушетия, Магас и ансамбль гармонисток. В своем творчестве Рая Евлоева переосмыслила богатейшее народное наследие. Она фактически заложила основы современной сценической хореографии и музыкального исполнительства Ингушетии. Деятельность артистки оставила неизгладимый след в культуре республики. Ее вклад – это целая эпоха в становлении и развитии национального искусства. Мария Макиева, Абдулла Тангиев, Магас, 24.